Чтобы хорошо учиться, надо очень много знать. Каждый день копилку знаний будем вместе пополнять. Здравствуйте, дорогие ребята! Ну что, готовы улучшать свои знания? Садитесь поудобней, не отвлекайтесь на другие дела и внимательно слушайте урок. Для того, чтобы узнать тему урока, отгадайте мои загадки. Без рук, без ног, а окна открывает. О чем здесь говорится? Правильно, это ветер. Туча, туча, что несешь? Отвечает туча. Дождь. Растут, зеленеют, упадут, пожелтеют, полежат, почернеют. Что это? Конечно, это листья. Поле осенью промокло, но зато созрела свекла. А в сентябрьских садах много яблок на ветвях. Что к зиме мы собираем? Как его мы называем? Догадались? Правильно, это урожай. Ветер, дождь, листья, урожай. Как вы думаете, что у них общего? О чем мы будем говорить сегодня? Конечно же, вы догадались, речь пойдет об осени. Сегодня на уроке мы вспомним, какие изменения бывают осенью. Побеседуем о букве мягкий знак, научимся писать и произносить слова с мягким знаком и узнаем, почему у природы нет плохой погоды. Ребята, какой последний звук в слове осень? Правильно, н, мягкий. Если согласный в конце слова мягкий, мы после него будем писать что? Правильно, мягкий знак. И посмотрите, как это будет выглядеть в схеме. И первый, и второй согласные в слове мягкие и выделены зеленым цветом. Вспомните, как называются осенние месяцы? Это сентябрь, октябрь, ноябрь. Какой последний звук в этих словах? Р, то есть мягкий звук. И значит, тоже в конце этих слов пишется мягкий знак. Обратите внимание на следующие слова из схемы. Здесь каждое слово заканчивается на мягкий знак. Последний звук каждого слова мягкий и в слове выделен зеленым цветом. Эта буква мягкий знак. Не назвать ее никак. Если за согласной встанет, звук согласный мягким станет. Эту букву называют мягким знаком, потому что согласная буква перед ней всегда обозначает мягкий звук. Сама же буква мягкий знак особенная, так как не обозначает звука. Обратите внимание, как меняются слова, если к ним прибавить мягкий знак. Угол, уголь, ел, ель, брат, брать,
дал, даль, рис, рысь. Сейчас прочитаем слова с мягким знаком. Сначала я, потом вы. Мальчик, альбом, письмо, апельсин, школьник. Надеюсь, вы правильно произнесли эти слова. А четко и без ошибок говорить слова вам помогут чистоговорки. Слушайте меня и повторяйте за мной. Арь, 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 на стене висит фонарь. Теперь вы читайте. Ель, 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 мы купили карамель. Повторите. Усь, 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 из реки выходит гусь. И еще раз вы. Ерь, 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 волк опасный очень зверь. Теперь вы. Молодцы, ребята! А в следующем задании вам нужно найти предметы, в названии которых есть мягкий знак. Посмотрите внимательно, какие это слова. Посмотрели? Давайте проверим. Это слова портфель, коньки, кольцо, олень. Ну а здесь вам нужно найти слова, где пишется мягкий знак. Подумайте. Ну-ка, давайте вместе проверим, что у вас получилось. Мягкий знак нужен в словах морковь, дождь, картофель, октябрь, букварь, день. Ребята, что вы видите на картинке? Правильно, осень. Не забывайте, что слово осень тоже пишется с мягким знаком. Как можно понять, что здесь нарисована осень? На деревьях желтые листья. Люди надели теплую одежду. Как вы думаете, какой здесь месяц? Сентябрь, октябрь или ноябрь? Ну, наверное, сентябрь, потому что часть деревьев еще стоит с зелеными листьями. Погода пока еще теплая, ясная. Обратите внимание на эту картину. Что в руках у детей? Правильно, дети несут зонты. Что у Буратино? У него в руках азбука. Под ней он прячется от дождя. Ребята, я надеюсь, что вы так не делаете. Книги надо беречь. Не оставляйте их под дождем. Как вы думаете, а здесь какой месяц? Я думаю, ноябрь. Потому что, как видите, идет холодный дождь. На деревьях нет листьев. Посмотрите, ребята, где дети? Правильно,
Они на огороде. Что они делают? Они собирают урожай. Что в руках у Буратино? У Буратино морковь. Что в ведре? В ведре картофель. Обратите внимание на эту картину. Куда смотрят дети и Буратино? Они смотрят на птиц. Ребята, а вы знаете, какие это птицы? Это перелетные птицы. Они улетают в теплые края. Молодцы, ребята, хорошо поработали. Сейчас немного отдохните и послушайте песенку. Думаю, она вам понравится. О чем была эта песня? О каком времени года? Да, об осени. А теперь давайте прочитаем текст про осень. Сначала послушайте меня. Осень. Пришла осень. Солнце светит мало. Часто идет дождь. Птицы улетают. Мы работаем на огороде. Мы копаем картофель и морковь и несем в школьную столовую. Теперь вы прочитайте, ребята. Замечательно. Вы прочитали текст. Подумайте, какие изменения происходят осенью? Правильно, солнце светит мало, часто идет дождь, птицы улетают. Что сделали дети? Они собрали картофель, морковь и отнесли в школьную столовую. Ребята, найдите в этом тексте слова с мягким знаком. Правильно, это слова осень, дождь, картофель, морковь, школьную. Сейчас предлагаю вам разгадать кроссворд. Найдите среди этих перемешанных букв 5 слов на тему осень. Получилось? Давайте найдем эти слова вместе. Здесь спряталось слово зонт. Здесь же написано слово урожай. А вот я вижу слово сентябрь. Сверху вниз написано слово ветер. И ищем последнее слово, связанное с осенью. Где же оно? Вот оно. Это слово дождь. А вы знаете, пусть даже осенью часто идут дожди, на улицах слякоть и холодная погода, говорят, что у природы нет плохой погоды. А почему? Как вы думаете? Природа круглый год может дарить нам радость, если мы будем знать, что каждое время года прекрасно по-своему. Да, зимой очень холодно, идет снег. Зато
можно покататься на санках. Весной чаще всего бывает дождливая погода. Но в награду все начинает расцветать. Летом приходится защищаться от жаркого солнца. Но зато в жару можно купаться в озере и наслаждаться отдыхом. Осенью, как и весной, часто идут дожди, бывает пасмурно. Но вместе с тем осень дарит нам богатый урожай. Поэтому знайте, у природы нет плохой погоды. Итак, ребята, сегодня на уроке мы вспомнили, как изменяется природа осенью. Побеседовали о букве мягкий знак, научились писать и произносить слова с мягким знаком. И узнали, почему у природы нет плохой погоды. Желаю удачи! До новых встреч! До свидания, ребята!